В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Генеральная прокуратура республики опубликовала списки должников по кредитам. В соответствии с распоряжением президента Абхазии Рауля Хаджиба, Генеральной прокуратурой во взаимодействии с Национальным банком и другими государственными органами проводится мероприятие по финансовому оздоровлению банковской системы Абхазии в части возврата выданных ранее кредитов физическим и юридическим лицам, сберегательным банкам и средств специального внебюджетного фонда приватизации. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии. В списке из 17 страниц 316 физических лиц и 44 юридических. Как отмечается в сообщении, по настоящее время сумма задолженности по кредитам составляет соответственно 286 миллионов 864 тысячи 831 рубль и 3 миллиона 155 тысяч 516 долларов США. Это задолженности по линии Сбербанка. И 180 миллионов 883 тысячи 500 рублей средств специального внебюджетного фонда приватизации. В судебные органы разновременно направлены иски о взыскании вышеназванных кредитных средств по 360 лицам, по которым приняты решения. В отношении вышеуказанных физических и юридических лиц будут приняты предусмотренные законодательством меры, направленные на исполнение судебных решений. Премьер-министр Бестан Барцец представил руководителям управлений аппарата Кабинета министров нового вице-премьера Романа Шоа. Ранее президент Республики Абхазия Рауль Хаджиба своим указом назначил Романа Шоа вице-премьером правительства, освободив Беслана Эшба от этой должности согласно поданному заявлению. Как мы уже сообщали, в Москве состоялась встреча заместителя министра экономики Заура Гулия и директора Государственного инвестиционного агентства Инара Гицба с представителями Агентства стратегических инициатив России. Об итогах встречи и о работе агентства в репортаже наших корреспондентов. Участники встречи в Москве обсудили возможность использования и применения опыта Российского агентства стратегических инициатив в Абхазии. По словам участников встречи, речь шла об анализе существующего в нашей стране инвестиционного климата, выявлении и последующем преодолении административных барьеров, которые мешают развиваться предпринимательству в Абхазии. Как вам известно, состоялась рабочая поездка в город Москву, где мы провели встречу с руководством агентства стратегических инициатив, которое является достаточно авторитетным учреждением по составлению национального инвестиционного рейтинга в России. Для нас было важно понять методику их работы и возможности имплементации и адаптации некоторых полезных для нас практик на территории Республики Абхазия по укреплению и повышению инвестиционной привлекательности Республики Абхазия. Состоялся достаточно заинтересованный обмен опытом. По итогам этого визита мы вышли к пониманию о возможности заключения соглашения между Министерством экономики Республики Абхазия и Агентством стратегических инициатив. Также была обсуждена возможность использования в условиях Абхазии лучших российских практик в целях минимизации проблем. Были также предварительно проговорены вопросы о форме взаимодействия и сотрудничества. Основными направлениями взаимодействия для нас являются, конечно же, проведение анализа существующего в Республике Абхазия предпринимательского и инвестиционного климата на основе применения их зарекомендовавших себя практик. Кроме того, создание условий для преодоления существующих административных барьеров. Кроме того, у них существует достаточно хорошо себя зарекомендовавшая методика применения лучших практик. И вот в рамках выявления слабых секторов возможен также и обмен опытом в рамках применения лучших практик для улучшения ситуации в том или ином направлении. Автономная некоммерческая организация Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов учреждена правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В 2017 году Государственным инвестиционным агентством Абхазии была проделана большая работа. Из 10 проектов были запущены 4. 4 на стадии строительства и 2 ждут финансирования. Было инвестировано более 1 миллиарда рублей. К примеру, в Гагарском районе фирма «Задержание»
«Дяк» запустила магазин и пекарню в тестовом режиме. В пекарне используется современное, дорогостоящее оборудование, позволяющее продукции соответствовать всем стандартам. Среди участников программы льготного кредитования компания «Абхазские сады», выпускающая джемы. Она уже вышла на российский рынок. В Гагре открыт тепличный комплекс по выращиванию томатов. В этом же списке Сухумский молочный завод, работа которого восстановлена в полном объеме. В Гулрыбжском районе строятся предприятия по производству колбасных изделий. По программе в Сухуми и Гагре строятся гостиничные комплексы, а в Галском районе идет строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей. В общей сложности создано 135 рабочих мест. В течение 10 лет ожидается поступление в бюджет 250 миллионов рублей в качестве налогов. На Алакове Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Заседание клуба избирателей состоялось в представительстве Россотрудничества в Абхазии. На встрече обсудили организационные вопросы по выборам президента Российской Федерации. Али Катрапш продолжит тему. До выборов президента Российской Федерации остается чуть больше месяца. Во всех регионах России и стран, где проживают российские граждане, проходят подготовительные работы по организации президентских выборов. В нашей стране клуб избирателей при содействии посольства России в Абхазии и Россотрудничества проводит разъяснительную работу о правах избирателей и о том, как и где они смогут проголосовать. Наша задача представительства Россотрудничества рассказать вам, рассказывать в течение всей избирательной кампании о ее ходе, об избирательных правах, об особенностях голосования на территории Республики Абхазия, об избирательных участках. И наша с вами совместная задача всех заинтересованных лиц – это увеличить электоральную активность, увеличить гражданскую ответственность на этих президентских выборах. 18 марта, в день выборов президента Российской Федерации, в Абхазии с 8 утра до 8 вечера будут работать 16 избирательных участков по всей стране. Гражданам России, проживающим в Абхазии, необходимо при себе иметь действительный российский паспорт. Один из частых вопросов избирателей – нужны ли открепительные удостоверения для голосования. На это специалисты отвечают – нет, не нужны. Любой гражданин России может прийти на избирательный участок и выполнить свой гражданский долг и проголосовать за того, за кого он хочет. Более того, стоит вопрос по поводу, как именно действовать людям, например, у кого просрочен загранпаспорт. Пока что этот вопрос стоит на повестке дня, учитывая то, что в законодательстве нашем прописано, что каждый гражданин Российской Федерации, находящийся за территорией Российской Федерации, обязан иметь действующий загранпаспорт. Поэтому заблаговременно хотелось бы попросить избирателей продумать этот вопрос и заблаговременно подавать документы на замену загранпаспортов. В ходе встречи представители различных общественных организаций высказали свои пожелания об организации онлайн-общения с кандидатами в президенты. Говорили о необходимости в день выборов обеспечить транспортом избирателей, проживающих в селах. Также было предложено увеличить количество избирательных участков. Организационно, конечно, 16 округов нам недостаточно. Мы сегодня делим городские участки и сельские. Сельские, наверное, они считают по численности. Ну, извините, по численности считать наши села невозможно, потому что они исторически были всегда, имели округа, участки и так далее. Конечно, по всем участкам, которые уже определены по всей Абхазии, там их под 200 участков, сейчас делать никто не сможет. Но я бы предложил, вот 35 округов у нас, оно уже 25 лет работает, эта система округов, вот на этих округах сделать хотя бы участки. Подобные заседания клуб избирателей будет проводить каждую среду до 14 марта. Любой желающий может принять в нем участие и задать интересующие вопросы. Али Катрапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение. 15 декабря прошлого года в рамках российской инвестиционной программы 4 мусороуборочные машины были переданы жилищному управлению Чемчирского района. О том, как изменилась сегодня ситуация с уборкой улиц города, в репортаже Сарии Смар.
На сегодняшний день Очимчирский район обслуживает 4 мусороуборочные машины. Техника была приобретена в конце 2017 года за счет средств финансовой помощи Российской Федерации. Ранее весь город обслуживала всего одна машина, поэтому городские службы зачастую не успевали вывозить весь бытовой мусор вовремя. С появлением новой техники ситуация кардинально изменилась. Город стал значительно чище. На каждом углу можно увидеть чистые мусорные урны и контейнеры. В прибрежной зоне посажены цветы, за которыми ухаживают надлежащие службы. Мы очень довольны, прежде всего, тем, что объем вывоза мусора, производительность работы, эффективность значительно возросла. Старая техника, она уже давно практически вышла из строя, требовала затрат, постоянного ремонта, перебои в работе бывали. Да. Теперь, что с поступлением новой техники, мы значительно улучшили свои показатели, успеваем работать и в городе, и выезжаем на автомагистраль. По словам представителей спецавтохозяйства, с появлением новых машин работать стало намного легче. Ведь теперь появилась возможность одновременно обслуживать несколько районов города. Вся техника начинает работать с 7 утра и до позднего вечера. На одной машине по 4 рабочих. Каждая улочка и каждый сквер в городе ежедневно подметаются. Помимо самого города, машины обслуживают и близлежащие села. Практически каждый день сюда приезжает машина и освобождает от мусора контейнеры. Очищают от бытового мусора территорию города, также сел, которые расположены по трассе Очимчирского района. Это села Дзюбжа, Кындых и до границы с Гальским районом, до села Ачкуара. Теперь чистота и порядок гарантированы не только в центре города, но и в селах. А по словам жителей, с появлением мусороуборочных машин проблема вывоза бытовых отходов отпала сама собой, чему они безмерно рады. Сария Смыр, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Абхазия вошла в тройку стран, предлагающих самый бюджетный отдых для россиян в 2018 году. К таким выводам пришли эксперты сервиса для поиска авиабилетов и отелей Skyscanner, который выпустил рейтинг топ-10 стран, которые предлагают самый бюджетный двухнедельный отдых на двоих в 2018 году. Эксперты рассчитали цены на билеты из России, траты на проживание, питание, городской транспорт и развлечения. Цены варьируются от 76 тысяч до 154 тысяч рублей. Абхазия в этом рейтинге замыкает первую тройку. По оценкам специалистов, отпуск в нашей стране обойдется отдыхающим в 1498 долларов. Это около 84 тысяч рублей. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем плюс 13-18 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.